Ну, я считаю, что вот как историк, как политолог, да, что ситуация эта началась давно, еще во времена Советского Союза, когда у наших стратегических противников НАТО появился такой план сужения кольца вокруг Советского Союза. Они его называли «Кольцо Анаконды». И этот план он начал еще более так вот агрессивно осуществляться после того, как распался Советский Союз. И войска НАТО, ракеты, которые размещает НАТО, они все ближе и ближе подходили к российским границам. И вот в этой борьбе, вот в этой ситуации Украина, она оказалась как раз под прицелом НАТО. Это такая удобная территория для того, чтобы впоследствии ее принять в эту организацию, которая, конечно же, ну, она наш стратегический противник. И поэтому, понимая это все, в общем-то, вот эта специальная военная операция началась нашим главой государства, президентом 24 февраля этого года. Нас, конечно, эта ситуация касается, так как мы являемся неотъемлемой частью страны, Российской Федерации, мы самый большой субъект. И, конечно же, все то, что происходит в России, с Россией, это тоже нас касается, поэтому мы должны быть и информированы, и подготовлены, и морально, прежде всего, тоже готовы. Нет, это надо вот все-таки понимать, да, есть такое понятие информационная гигиена и информационная война. Вот сейчас идет информационная война, нас забрасывают вот такого рода лживой абсолютной информацией. И вот на уровне даже своих ощущений вы должны понимать, где правда, где неправда, а лучше все-таки, скажем, доверяйте проверенным СМИ. Вот прежде всего так, наверное. Ну, сейчас мы в такой очень буквально нестандартной, да, очень сложной ситуации, когда нас обложили буквально санкциями. Каждый, конечно, встревожен, но мы должны помнить, да, что многое зависит и от нас. Мы должны стараться строить свою экономику. Все-таки рано или поздно, наверное, надо было начинать это делать. Ну, я не экономист, мне сложно, но вот мое такое личное понимание, да. И, наверное, все-таки стараться не впадать в панику, потому что когда мы паникуем, мы создаем и очереди, и дефицит, и какие-то вот настроения, может быть, неправильные, да. И давайте вспомним, вот как наши действовали отцы, наши деды, ведь им тоже доставались такие серьезные исторические испытания, и они достойно их прошли. Это для нас, ну, вот такая исторические события, которые мы вот сегодня, в которых мы сегодня участвуем, получается так. Да, я думаю, что наша геополитическая ситуация изменится, конечно же, да, статус России явно он повысится, и сложные экономические ждут нас какие-то вот, ну, преодолевать мы будем, да, вот этот экономическую ситуацию сложную. И да, это исторический период, это историческое испытание. Вспомните, вот наши предки, ведь они пережили и революцию 1917 года достойно, и годы войны, и послевоенные, вот скажем, много чего было же в истории нашей страны. Вот наши предки, они умели это все, ну вот так, скажем, спокойно, помня каждый о своей семье, о своем там каком-то, о том, что нужно сделать касательно вот своей профессии, своей работы. Вот об этом помню прежде всего. Вы знаете, я думаю, что все видится со стороны и прежде всего со временем. Представьте себе, что будет написано о нашем времени в учебнике истории. О нашем времени, я думаю, в учебниках истории России напишут, да, что в эти годы Россия укрепилась как государство.
вот напишут это. И вот от нас тоже зависит вот такой, у каждого свой личный вклад в это общее дело должен быть. Ну, это очень сложно сказать, потому что вам, наверное, на этот вопрос даже военные эксперты не ответят, потому что можно предположить, что, предположим, центральная и восточная Украина будут демилитаризованы и денацифицированы, да, может быть, вся территория Украины, пока сказать сложно. Но в любом случае вот эти две цели, денацификация и демилитаризация, они, конечно, будут осуществлены в те или иные сроки. Ну, чем быстрее, тем, конечно, лучше для нас. Появится новая, абсолютно новая конструкция геополитическая. Вот сегодня как бы пройдет такой водораздел. Да? На самом деле это что? Это, по большому счету, борьба между Россией и Соединенными Штатами Америки, получается, за зоны влияния, за территорию влияния. И вот некоторым странам придется более четко определиться, да, с кем они, вот кто, чей союзник. И мы, конечно, рассчитываем, да, что есть страны, которые нас поддерживают. Ну, предположим, вот Китай. Я особенно хотела бы обратиться к молодежи, потому что я думаю, что взрослое поколение, они достаточно сознательно восприняли вот эту ситуацию, они понимают и они ответственно к этому подходят. А вот молодежь, вы знаете, не нужно переживать из-за того, что нас лишили каких-то сладких напитков или, может быть, каких-то там приятных, конечно же, мелочей. На самом деле есть более великие вещи в истории. И тут надо сделать свой ответственный выбор. Каждому нужно крепить характер, воспитать в себе некоторую стойкость и мужество. И я надеюсь, что это испытание мы все пройдем достойно. Ну, вспомните вот историю Великой Отечественной войны, когда вот наши предки, они мобилизовывались, они помогали своей армии, они, в общем-то, ну вот так вот подтягивались, да, какой-то. И вот сегодня, мне кажется, каждый должен очень четко выполнять свои профессиональные задачи прежде всего. Каждый должен понимать, что многое зависит от всех нас и от каждого лично тоже. Поэтому вот, ну, такое мое обращение. И давайте не будем, значит, пугаться, будем готовы. Россия — это великая страна, мы часть великой страны, мы часть большого российского народа, часть большой российской нации и живем вот в такой переломный исторический период.